В то время как, по данным чеченских вооруженных сил, все подступы к Грозному закрыты, российские подразделения Министерства обороны и внутренних дел понесли первые потери на территории соседней Ингушетии. Там заполыхали 30 единиц техники. Министр обороны Павел Грачев, комментируя эти инциденты, заявил, что все это делалось с явного согласия руководства Ингушетии и при участии спецчастей МВД этой республики, открывших прицельный огонь по военнослужащим. По сути дела, считает Грачев, Руслан Аушев объявил войну президенту России. Тем временем сам президент Ингушетии Аушев обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой направить в республику группу для расследования преступных действий военнослужащих в отношении мирного населения. Сегодня рано утром 3 вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечни из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. В составе колонн танки, бронетехника, самоходные орудия. Колонны сопровождают вертолеты. По информации, которой мы располагаем к этому часу, российские войска, вошедшие со стороны города Моздок, достигли населения Толстой-Юрт, примерно в 13 километрах от Грозного. Военнослужащие ведут переговоры с лицами, которые пытаются остановить движение колонн и разъясняют им смысл указа президента. Войска встречают сопротивление местных жителей, сообщает «Франс Пресс». Еще не успев войти на территорию Чечни, 5 российских танков были подожжены. И Тартас передает, эшелон с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади состава пути были разобраны. Уже есть сообщения о жертвах. По данным Интерфакса, 2 ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну российских войск. В Ингушетию продолжают прибывать беженцы из Чеченской Республики. Правительство Российской Федерации распространило обращение к гражданам Республики Ингушетия, в котором говорится: к вам обращается руководство Российской Федерации, не препятствуйте вводу войск на территории Чеченской Республики, а не выполняйте свой конституционный долг. Российская армия, взявшая направление на Чеченскую Республику, развертывает боевые действия на территории Ингушской Республики. Сегодня после 17 часов обстрелян населенный пункт Гази-Юрт вблизи города Назрани, в результате которого есть разрушения и жертвы среди мирных жителей. Самые свежие данные у президента Ингушетии Руслана Аушева. Вам известно, что договорились с ними? Да, вот сейчас 26 самолет, нужно, чтобы 26 вывести, 4 гроба. Ингушетия фактически посредничает, потому что пользуется доверием обеих сторон, после того, как запретила русской армии пользоваться своей территорией для войны против Чечни. Мы будем препятствовать прохождению войск через Ингушетию, которые идут в сторону Чечни. Почему? Потому что мы один народ, и пропускать через себя той силу, которая будет принесла своих братьев, это не по-горски, не по-братски. Способна дудаевская власть сейчас пойти на какие-то компромиссы, скажем, не говорить конкретно сегодня о независимости, а попробовать решить сначала конфликт? Я думаю, конечно, способна. Только на сегодняшний день, вот, насколько я знаю, весь чеченский народ объединяется против фактора агрессии, против фактора применения силы. То по нашим горским бычьим уже здесь нет разночтения. Они сегодня, и любой бы их месте горский народ так поступил. И все сейчас будут высказываться в отношении того, что нельзя сегодня применять силу. Вместе с чеченцами без симпатии относятся к новой кавказской политике Москвы и другие горские народы. Особенно трудно приходится администрации Ингушетии. Насколько легко генералу Аушеву, президенту Аушеву удержать своих граждан в подчинении и в лояльности к России в тот момент, когда рядом с ними чеченцам трудно, и они хотят прийти на помощь? Я думаю, что ему сегодня как раз-таки тяжелее всех. Тяжелее всех. Тем более повода, фактов для того, чтобы Аушев говорил бы о том, что мы находимся в составе России, Россия о нас заботится и так далее. Этих фактов все меньше оставляют федеральные органы власти для Аушева тоже. Аргументов в защиту своей позиции, мужественной позиции. Может быть, начаться такая маленькая, будем говорить, месть, которая будет выражаться в финансировании, будет в других вопросах поддержки той или иной стороны. Это все равно присутствует, это чувствуется. Ну ничего страшного, с голоду не умрем. Я думаю, что самое главное — честь в этой ситуации. Вам известны абсолютно точные цифры о жертвах в Ингушетии вот на сегодняшний день, на четверг? Ну, на сегодняшний день, с момента прохождения войск, с 11 декабря, на сегодняшний день 27 убитых из мирных жителей и 109 раненых. Ну, в населенном пункте, давайте вот так, в населенном пункте Аршты дважды его бомбили. Это первый раз было 5 убитых, второй раз 3 убитых, 8 убитых. Гази-Юрт
Первый раз его бомбили, там 3 убитых. И вот раненый Арштейб, Алкун верхний. А остальные были убиты при прохождении войск. Они с колонны вели огонь по людям, которые на дорогах находились, вдоль дорог. 100% жителей Ингушетии против войны в Чечне, и они морально и оказывают помощь. Сколько здесь находится? Порядка, в самые тяжелые дни было до 120-130 тысяч беженцев на территории Ингушетии. Оказывали помощь, и сегодня оказываем помощь, и сегодня сделаем все. И мы, конечно, а как ты? От своего брата откажешься, что ли? Не откажешься никогда от своего брата. И я не знаю такого человека или такой народ, который от того, что ему стало плохо, и тут же отказаться. Войска шли на Грозный через Ингушетию. Местное население, как и в 1992 году, не встречало их цветами, но и было не в состоянии оказать сопротивление. Аушев требует от жителей республики соблюдать спокойствие, прекрасно понимая, что один неверный шаг, один шальной выстрел даст повод для втягивания в войну Ингушетии. В первые дни войны Ингушетия приняла на себя удар. В республику потянулись вереницы беженцев из Чечни. Аушева в Москве стали обвинять в том, что на территории республики создаются специальные лагеря для укрытия чеченских боевиков. Российские политики не раз твердили о том, что Ингушетия, объявив нейтралитет в Кавказской войне, на самом деле его не соблюдает. Участие в грозненских событиях ингушей в конце 94-го, начале 95-го года окончательно убедило Москву в том, что ингуши не остаются в стороне, помогают братскому войнахскому народу. На заранее никто и не отрицал факт участия в боевых операциях в Чечне ингушских бойцов. Убедить весь народ не брать в руки оружие было невозможно. Я хочу вот что сказать. Истинная правда, от вот этих пацанов посылают на войну. Ну так будем говорить, на мясорубку. Их на бойню в основном пускают. Вы же видели, там, которые горящие ребята лежат трупы. Их никто не забирает. Примерно Наиболее тяжелое сопротивление встретила колонна, продвигавшаяся со стороны Ингушетии. Сейчас она находится в 40 километрах от столицы Чечни. С наступлением темноты продвижение войск к Грозному на сегодня прекратилось. Остановить эти колонны, потому что каждый по Конституции имеет право защитить свое жилье. Люди эти помнят 92 год, когда те же танки, тот же министр обороны давал команду на уничтожение. Сегодня днем мы наблюдали прохождение армейской колонны через Назрань. Жители Ингушетии блокировали дорогу. Отношение к действиям России откровенно враждебное. Ингушетии Руслан Аушев направил письмо в адрес исполняющего обязанности генерального прокурора Ильюшенко, в котором говорится: продвижение российских войск 11 декабря 1994 года по Ингушетии сопровождалось преступными действиями военнослужащих в отношении мирного населения республики. Огонь авиации и стрелкового оружия повлек человеческие жертвы и потери. Убито 5 граждан, ранено 15. Разрушено 6 домов и мечеть. Прошу незамедлительно направить для расследования указанных преступлений группу из числа работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Парламент Республики Ингушетия направил телеграмму в адрес первых руководителей России, в которой в частности говорится: парламент Республики Ингушетия настоятельно просит принять срочные и исчерпывающие меры по обеспечению безопасности населения республики, мирному решению проблем. Ингушетию, едва справляющуюся с грузом нерешенных проблем, среди которых особенно остро стоит проблема возвращения 70 тысяч беженцев и десятков заложников, коснулась еще одна война, на этот раз направленная вроде бы и не против нее. Об этом говорили на митинге жители близлежащих от Назрани населенных пунктов. Если они будут заигрываться, то мы заберем Есть добрые братские отношения, и мы будем помогать, как и нас поддерживали в свое время наш братский осетинский народ. Представьте себе дело, Республика Осетия, у нас никаких проблем. Но, к сожалению, наши братья-мусульмане и с этой, и с другой стороны идут. Ахшар, ну вы, конечно, проявляете дипломатические инициативы и организуете встречи, но практически ваш Моздок, североосетинский, Северная Осетия, значит, стал одним из плацдармов для наступления, для военного наступления на Чечню. Дело в том, что Моздок граничит с Чеченской республикой. И, наверное, поэтому таким образом рассматривается Моздок.
Северной Осетии, в частности, Моздокский район, приняли на себя основную тяжесть.